чем преимущество лапароскопической операции? Минимальная травма и быстрая реабилитация. С какими симптомами люди обращаются к абдоминальному хирургу? Все жалобы касаемо желудочно-кишечных, скажем так, нарушений. Что такое геморрой и какие формы у него есть? Эта проблема актуальна, люди об этом мало говорят, и людям об этом интересно всегда что-то знать. Они говорить стесняются, боятся идти к врачу, тянут до последнего. Пожалуйста, спасите, делайте что-нибудь. Прямая дорога к хирургу. Приходит, когда уже на потолок лезть хочется. Это может указывать на рак кишечника? Третье место среди всех онкопатологий, которые у нас существуют. Кто такой абдоминальный хирург и на каких операциях специализируется? В гостях программы «Формула здоровья» Энвер Усейнов, врач-хирург, колопроктолог. Хош келдіңіз. Ассаляму алейкум. Скажите, пожалуйста, в каких случаях нужно обращаться к абдоминальному хирургу? На каких операциях вы специализируетесь? Абдоминальная хирургия – это специализация и вообще профиль, связанный с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Все органы, которые находятся в брюшной полости, соответственно, это хирургия вот как раз нашего профиля. Сегодня операции проводят как традиционным способом, через разрезы, да, так и малоинвазивными способами, это лапароскопическое лечение, да, лапароскопическая операция. Скажите, пожалуйста, в каких случаях можно ограничиться, да, или обойтись лапароскопическим лечением? Если мы берем общие такие вот заболевания, которые мы все знаем, там желчекаменные болезни, те же самые там холециститы, да, калькулезные, там различные заболевания тонкого, толстого кишечника, желудка, лапароскопически оперируются достаточно популярно. То есть здесь полостных операций не нужно? Полостные операции делаются только в тех случаях, когда тяжелые заболевания, которые сопровождаются рядом последовательных операций, либо какие-то спаечные болезни, которые невозможно нам установить наши инструменты в брюшную полость, да, соответственно, и выполнить данный вид операции, и те операции, которые, скажем так, нужно, скажем так, комбинированно, да, как-то оперировать, либо запущенные такие случаи, где нам тяжело достать, скажем так, через инструменты, да, и через монитор прооперировать данную патологию, скажем так. Но основные, это чаще всего, это тяжелые случаи, сопровождающие последующими операциями, и различные спаечные болезни органов брюшной полости, которые не позволяют нам выполнить данный вид операции. А остальное все, в принципе, в наше время оперируется достаточно часто. И эти операции, скажем так, стоят на первом месте. Вот для меня, да, человека не медика, что такое лапароскопия простым языком? Что это такое и как это проводится операция? Лапароскопические технологии – это операции, которые проводятся видеоинструментарием, скажем так. Это, скажем, тот же самый вид операции, также больной вводится в наркоз, да, и производится установка через небольшие разрезы оборудования, да, которое несет за собой там видео эндоскопический, это лапароскоп сам, который нам выводит на монитор все, что есть в брюшной полости, и наши манипуляционные инструменты, которыми мы, соответственно, работаем и устраняем ту или иную патологию. В чем преимущество лапароскопической операции? В первую очередь малоинвазивность, да? Человек получает меньше травмы в зависимости от различных лапаротомических операций, это которые с разреза выполняются. Минимальная травма и быстрая реабилитация. Человек быстрее реабилитируется после данного вида операций, потому что они менее травматичны, опять же. То есть в большинстве случаев человек после лапароскопии может встать и пойти домой? Да, так и есть. С какими симптомами люди обращаются к абдоминальному хирургу? Все жалобы касаемо желудочно-кишечных, скажем так, нарушений. Да? Различные диспепсии, тошноты, рвоты, боли в животе и многое другое, что связано с нашим желудочно-кишечным трактом. Это все вопросы, которые должен
рассматривать абдоминальный хирург. Параллельно вы занимаетесь колопроктологией, да? Вы хирург-колопроктолог. Скажите, пожалуйста, с какими симптомами, с какими жалобами срочно нужно бежать к врачу-колопроктологу? Это тема, которую у нас затрагивать не принято, она очень распространена, но о ней говорить стесняются, боятся идти к врачу, тянут до последнего, поэтому я думаю, что на эту тему нам поговорить стоит. Колопроктология – это наука, изучающая заболевания толстого кишечника. Вот. Также параллельно рассматриваются эти болезни с гастроэнтерологами, да, но есть и хирургическая дисциплина. В прошлом, конечно же, эта дисциплина была менее развита. Сейчас, с учетом всех диагностических возможностей, мы уже больше можем знать, и мы на начальных этапах можем выявлять для того, чтобы лечить. Соответственно, можно ее так вот разделить на большую колопроктологию и малую проктологию. Да, больше наших людей, да, стесняет, и это малая проктология, да, те заболевания, которые связаны с выходным отделом толстого кишечника. То есть геморрой. Да, Что такое геморрой и какие формы у него есть? Да, геморрой – это сосудистая патология аноректальной зоны, области выходного отдела толстого кишечника, которая сопровождается расширением венозных сплетений данной области. И эта патология, да, в принципе, болеет почти что 70%, скажем так, больных с колопроктологическими заболеваниями, да, очень распространено. И проблема носит хронический характер. И она имеет свои стадии развития, соответственно. Да, чем, скажем так, выше стадия, тем она более клинически проявляется, и человека больше беспокоит, да, и тогда он начинает уже бежать, искать врачей-хирургов, которые будут вылечили эту болезнь. Действительно, скажем так, эта проблема актуальна, люди об этом мало говорят, и людям об этом интересно всегда что-то знать. Это есть проблема, да, стеснения и тревоги пациентов, которые зачастую тянут до последнего с этим. Да. Что вы можете об этом сказать? Часто вы сталкиваетесь с тем, что затянули, дотянули и пришли уже, когда прям совсем плохо? Я могу сказать, что в 90% случаев такое происходит, когда люди приходят уже на поздних стадиях, либо уже с какими-то осложнениями, да, и говорят: пожалуйста, спасите, делайте что-нибудь. Да. Хотя, когда общаешься с этими людьми, выясняешь, что вся проблема и симптоматика уже на протяжении многих лет, имеются какие-то стеснения, имеются какие-то дискомфорты, которые не позволяли им в прошлом выполнять. И наши средства массовой информации, тоже телевидение, да, рекламируют очень много препаратов, которые люди просто видят, покупают, используют и что-то думают, что это их лечит и спасает. Да. На самом деле это просто оттягивает, да, их проблему в более поздней стадии и в дальнейшем обращении к специалистам. Но хочу сказать, что помимо геморроя, да, есть в малой проктологии очень много других болезней, которые тоже очень проблематичны для людей, да, и, соответственно, они обобщаются под словом просто геморрой, да. А когда мы выяснять начинаем и смотрим, соответственно, уже идут другие проблемы, те же аноректальные свищи, которые распространены тоже, и тоже людей стесняют, да, те же анальные трещины, которые также, да, люди живут много лет и приходят, когда уже на потолок лезть хочется, как говорится. Как лечится уже имеющаяся проблема? Какие виды лечения есть? Я так понимаю, что от каких-то медикаментозных до хирургических уже. Да. Проблема хроническая. Если мы говорим о геморрое, да, я так понимаю? Да. Проблема, вообще, давайте так, не будем говорить вообще, про геморрой. Любая проблема аноректальной зоны, она чаще всего носит хронический характер. Лечение данных проблем, конечно же, остается в первую очередь хирургическое, но никто не исключает лечение медикаментозного, консервативного лечения, да, которое тоже эффективно в некоторых случаях, но путем использования лекарственных препаратов обычных, да, мы не можем излечить эту болезнь.
Мы можем только ее немножко успокоить. Вот. Поэтому рано или поздно, да, если человек не соблюдает определенные правила, да, вот это все при первых проявлениях, и когда они обращаются к специалисту и выполняют какие-то рекомендации, да, которые дает им специалист, если где-то они перестают этому следовать, соответственно, постепенно эта проблема только нарастает, да, усугубляется и в дальнейшем приводит уже к единственному выходу из данной ситуации, это хирургическому лечению. То есть, правильно я понимаю, если эта проблема уже есть, и она уже не первый год беспокоит, то, в принципе, прямая дорога к хирургу. Да, хирургическое лечение данной патологии. Это может указывать на рак кишечника, эта проблема? Конечно, конечно, может быть. Почему? Потому что, опять же, онкологические заболевания толстого кишечника, в том числе злокачественные, да, чаще всего, они занимают третье место среди всех онкопатологий, которые у нас существуют. Да? То есть это нужно идти на колоноскопию, я так понимаю, для начала, чтобы это понять? Или все-таки снова к хирургу? Любая патология толстого кишечника, в том числе и выходного отдела, обязательным является исследование в виде колоноскопии. Соответственно, визуал меняется, да, и, соответственно, путем использования данного оборудования можно выполнять различные инвазивные, да, операции, небольшие, скажем, удаление тех же полипов толстого кишечника, различных наростов и всего остального. Какие сигналы организма нельзя игнорировать, да? То есть когда уже нужно вот просто взять и бежать к хирургу? Боль. Боль является первым симптомом. Походы в туалет с гаджетами. Как вы к этому отнесетесь? И скажите, пожалуйста, вот ваше мнение как хирурга. Все абсолютно на сегодняшний день, идя в туалет, берут с собой гаджет. Естественно, это затягивается, и, естественно, это вредно. Насколько вредно, это уже скажете вы. Да, это, наверное, больше вопрос к колопроктологам, конечно. Но смотрите, эта проблема актуальная, об этом все говорят, да, но никто не хочет прислушиваться. Нельзя, да, нельзя ходить с гаджетами в туалет. Сам поход в туалет, он занимает определенное время, вот, которое необходимо для акта дефекации. Он должен происходить в определенном времени, которым необходим, вот, это занимает, в принципе, 5-10 минут, да. В этом интервале необходимо вот находиться в туалете, потому что каждое последующее другое время это приводит к тому, что происходят застойные явления в органах малого таза, приводит к различным нарушениям сосудистым в первую очередь, и в последующем, конечно же, к той самой же, опять же, проблеме геморрой, которая очень-очень актуально, скажем так, в наше время. Поэтому запрещено гаджеты, газеты и все остальное, да, во время похода в туалет. Ваши советы по профилактике болезней, да, желудочно-кишечного тракта и для людей, которые боятся идти даже с острой болью к врачу. У нас есть очень хорошая специальность, такая вот гастроэнтерология, да, она занимается этими всеми вопросами, но она тесно связана с колопроктологией, поэтому я скажу так, в первую очередь мы должны разобраться с нашим питанием, режимом питания, да, объемом пищи, которую мы потребляем, да. Пища должна носить доброкачественный характер, да, вот, и, соответственно, исключить все факторы переедания, да, мы должны вот рационально питаться. Наладим рацион питания, у нас наладится все нашим желудочно-кишечным трактом и минимизируются различные патологии, проблемы, в том числе и онкологического характера. Çok sağ olunuz. Allah razı olsun. Я напоминаю, что в гостях нашей программы сегодня был врач-хирург, абдоминальный хирург, колопроктолог Энвер Усинов. Будьте здоровы!